Добрый день, ребята! Сегодня мы познакомимся с интересной частью речи, которая не называет предмет, а только указывает на него. Для начала послушайте небольшой текст и подумайте, что в нем не так, какую речевую ошибку допустил автор. Вы умеете играть в шахматы? Шахматы – очень интересная и полезная игра. Шахматы воспитывают волю и внимание. Я научил брата играть в шахматы. Попробуем отредактировать этот текст. Вы умеете играть в шахматы? Это интересная и полезная игра. Они учат мыслить и воспитывают волю. Я научил этой игре своего брата. Сейчас вместо повтора существительного «шахматы» мы использовали слова «это», «они», «этой». Такие слова в русском языке называются местоимения. Дадим определение. Местоимение – это самостоятельная часть речи, которая не называет предмет или признак, а только указывает на него. Местоимения употребляются в речи вместо имени существительного, прилагательного и числительного. Они делают нашу речь более выразительной и точной. По частоте употребления местоимение занимает одно из лидирующих мест в русском языке, хоть их всего около 70. Вместо существительного можно использовать местоимение «это», «ты», «вы», «он», «она», «они». Вместо прилагательного мы используем местоимения «какой», «твой», «наш», «ваш», «его», «ее». Вместо числительного можно использовать местоимения «сколько», «столько», «нисколько», «несколько». Местоимения, указывающие на лица, но не называющие их, называются личные местоимения. Они имеют свои морфологические признаки, то есть категорию лица и числа. Если в предложении речь идет об одном лице, мы используем местоимение единственного числа. Например, я, ты, он, она. Если о нескольких лицах, то мы используем местоимение множественного числа. Например, мы, вы, они. И только местоимение третьего лица имеет категорию рода. Например, он, она, оно. Личные местоимения, так же как и существительные, изменяются по падежам, склоняются. Они могут быть употреблены с предлогом. Например, я, меня, у меня, мной, обо мне. В предложении местоимение является тем же словом, какое они заменяют, а значит могут быть подлежащим, дополнением или определением. Подведем итоги урока.